Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Мы находимся в ресторане «Мусхая», гастростудии. Я, как обычно, Петр Цепандин. И к нам сегодня пришли в гости замечательные люди. Семейная чета Шишигиных, Спиридон Спиридонович, Гера Афанасьевна. Главное достижение которых, я считаю, что они прожили до золотой свадьбы. С чем я вас и поздравляю. Спасибо. Да. Друзья, так как у нас все-таки формат кулинарное ток-шоу, чем вы к нам сегодня пришли, что вы будете, скажем так, готовить? Ну, я буду готовить картошку, пожарю картошку, Так. потому что это мое любимое блюдо. И почему любимое? Это связано с моим детством. В детстве я в один момент сильно заболел и даже не мог кушать. По-моему, 3 суток я ничего не ел. Так, потом... в те времена это как бы медицина и все прочее, ну то есть опасные Да, времена наступают. Да, Так. А мать моя спрашивала, что хочешь кушать, что хочешь. Я говорю, почему да? Да, потом я сказал, я хочу оладьи почему-то. И, по-моему, у нас в то время муки не было, это давно же было, когда мне лет 10, сейчас если 70, это давно было. И она оделась, сама больная была сильно, но она ради сына собралась, в такой декабре было, холодно. И я помню, как она вышла, так туман такой дома зашел домой. И потом, немножко погодя, она принесла вот такие штуки. Они были немножко чернее. Почистила, потом разогрела сковородку, масло растопила и нарезала, как оладьи, и картошку вот положила. И такой запах пошел. Сразу аппетит проснулся. захотелось кушать. И вот это она так вот пожарила. 2 картошины было. Она вот оладьи для меня сделала, и вот из картошки съел, и постепенно начал кушать и поправился. Да, и вот этот вкус мне остался, когда стал студентом, я готовил, потом, когда это своим детям дома, вот когда иногда так хочется, и вот я готовлю картошку. Не, ну недаром же говорят, все мы родом из детства, да, а у вас еще и получается ассоциативная память, то есть картошка для вас как лекарство практически получилось. Так получается. Блюдо. Ну вот я хочу это жарить не на сливочном масле, а я люблю даже на сале, я смотрю, у вас сало, да? на свином сале. Да, хорошо. Ну, я предлагаю... И еще у вас печень, я смотрю. Печень я потом тоже пожарю. Сперва пожарим картошку. Вы из семейной династии педагогов же, да? Ну, 50 лет вместе. Ну, я не скрою, что, наверное, вы познакомились в школе или как ваше знакомство? Как вы вообще встретились? Расскажите, пожалуйста. Мы были студентами. Спиридон Спиридонович учился на математика, я на физика. Я тоже физик. Жили, да? Да, я как физик, хорошо. Да. Физфак. Жили в одном общежитии, на одном этаже, в 13-м корпусе. Ну и, естественно, там встречались в коридорах этого общежития. Ну и... Первая любовь. Там и познакомились, там и, как говорится, прошли наши все встречи. Студенческие годы, да? Да, студенческие годы. Ну, он учился на 2 года старше меня. В пизмат-факультет попал, потому что я учился в пизмат-классе в селе Майя, Майинской средней школе. Там... Майя физмат-класс был тогда, да? Там первые физмат-классы открылись как раз в 1966 году. В Якутске 1 класс, 1 класс в Верхневлюйске, 1 в Ангаласском, Орджоникидзевском районе. Знаменитая школа. Да, и 1 класс физико-математический Мегина Кангаласском они разделили. Физический класс в Тейдяхе был, математический у нас в Майе. И вот поскольку я занимал призовые места в Олимпиадах, пригласили в этот класс. Я сильно не хотел, я вообще в этот класс не хотел. Само собой получалось, как будто. Сперва отказывался, но потом уговорили. Этот заведующий района сам приехал домой. Ух ты. Егоров Семен Дмитриевич. И вот с отцом они меня прижали к одному углу и уговорили
Ну, не жалею, что попал в этот класс. Так, теперь надо картошку соломкой нарезать. А, вот так. Ага. А и потом еще то. Ну, вот Да, так, наверное, да. оставить лучше. Нет, я Еще и соломкой режете? обязательно А, вот тонко. так. А, ну все. А как быстро вы поженились? Сейчас же, ну, говорят, там всякие разные домыслы. Как долго вы встречались и как быстро поженились? Ну, где-то через Год, года наверное. 2. Года два. Ну, 2 сейчас, года, сейчас да. считается, что это долго, да? Или наоборот как? Да? Ну, я не знаю, сейчас совершенно другие понятия, да? Какие Там, порядки, да? Да. Долго друг к другу присматриваются, да, там Да. живут гражданским браком, поэтому... Сейчас, с другой стороны, да, наоборот, да. еще может быть дольше. Да. Это может быть дольше, и потом уже лет через 10 они решают, ребята, создать союз семейный. Ну, как раз Спиридон Спиридонович 5-й курс заканчивал. И, Как раз заканчивает. да, Уже можно вроде как и жениться. он да? заканчивает, да, как бы уже должен ехать на работу. И вот в мае месяце... А тогда уже и путевки, и направления уже же все, да, Ну, наверняка. его хотели оставить здесь, была школа, физмат-школа под руководством Алиева. Но он не захотел и уехал... Еще меньше. Уехал к нам в Покровск. Мои родители жили в Покровске, он уехал туда. В то время в основном студенты справляли свадьбы в мае, потому что Наоборот. многие, да, заканчивали, уезжали, поэтому получалось так, что в мае были свадьбы студенческие. И таким образом у нас так получилось, что 18 мая у нас была свадьба, регистрация была 18 мая, а 19 мая у нас была свадьба, а 20 мая в Покровске уже у нас была. Ух ты. Да. Ну, тогда Поэтому модно было часто 3 дня. отправлять. Тут родственники, там друзьями. Да. Ну и я помню, что это было очень, теплая очень весна была такая, очень много было подснежников, да, подснежников было очень много. И можно сказать, что после этого мы со Спиридоном Спиридоновичем так и живем в городе Покровске. Покровский, там же и работаете. Да, вместе в одной школе работали. То есть у нас вся жизнь прошла вместе, можно сказать. И на работе вместе. И дома вместе, и на работе вместе. И не надоели друг другу. Ну вот, да, вот смотрите, надеюсь, что да. 50 лет, да, вы наверняка люди, которые, как говорят, реально впитали житейскую мудрость и все прочее. Какой совет вы можете дать? Ну, наверняка же были какие-то конфликты, ссоры, недопонимания. Ну, жизнь есть жизнь. Наверное, у меня спина пошире. Спокойный мужчина так и должен быть. Мужчина взял инициативу. Да. Так. Ну, друг другу уступать нужно, конечно, обязательно. Все равно кто-то из супругов должен уступать, быть более терпимым. В один момент может быть муж, в другой момент женщина. И, конечно, нужно быть друг другу помощниками во всем. Но так как мы работали вместе, у нас получилось так, что друг другу все время помогали в работе. Если что-то у меня не получалось, Спиридон Спиридонович мне помогал. Если у него что-то, я ему. То есть, в любом случае должны быть друзьями, должны друг другу подставлять свое плечо и понимать друг друга. Понимать друг друга. Вот эта картошка с нашего огорода. То есть мы имеем небольшой участок, в котором выращиваем овощи. Я так понял, многое вы выращиваете. Потому что я знаю, что вы пришли к своим вареньям, влепиха своя, да. Ну, у нас своя морковка, свекла, картошка, помидоры, огурцы. Салфетки? Ну, я не скажу, что у нас очень много, но мы на зиму себе заготавливаем. Ну, мешок садим, 10 собираем. Вы же говорили, что вот огурцы тоже. Так, насчет огурцов, вот это огурцы с нашего окна. Нынешние огурцы. Нынешние, свежие. Да, это свежие огурцы, сорт «Калибри».
Я И зашла, уже да, готовы. они уже вот на окне, уже вот мы уже урожай снимаем в 3-й раз вот с окна. Очуметь. И сегодня вы как раз попробуете наши Я огурчики. смотрю, они Оказывается, такие их можно, да. аппетитненькие, Аппетитные. похожие на вот эти, такие, которые, ну вот. Корнишоны? Да, Есть да. корнишоны, Ага. они побольше, Они- а это совсем... ну, Это уже готово, они больше не вырастут, да? Это вот они такой- уже не вырастут. А это Вот такой сорт? Более, да, более этого они не растут. Похоже на маринованные же бывают такие. А, такие да, специальные, корнишоны бывают. Специальный Да, сорт да, такой. да, ага. да. Ну, и картошка вот так потихоньку пожарить, да? Картошка Так, потихоньку надо. теперь нужно уже печенью, наверное, заниматься, да? Да, печенью заниматься. Ага. Так. Спиридон Спиридонович, вы же из педагогического клана, да? Ага. Да, расскажите, пожалуйста, о семье своей. Ну, у нас отец учитель был, и его старший брат тоже учитель. И вам некуда деваться, вы тоже учитель? Потом, ну, я вообще-то хотел стать, как бы, ну, как всякий деревенский, охотился, летом за бурундуками гонялся и бабочек ловил, поэтому думал, что-то с природой связано будет. Но как попал в физмат-класс, а там такие учителя были, которые Вера Сергеевна Заровняева, заслуженный учитель по русскому языку, она меня заставляла переписывать сочинения, если я получал 4, говорит, ты должен 5 получать. И Ну, такое советское воспитание такое, Да, да, вот она- такое. она Надо, заставляла. и все. Ага. Чуть ли не партия приказала, да? Да, потом математика учил Лев Егору Языков по математике. Он вообще у нас... Мне кажется, якутский нож лучше справится. Ну, хотя это тоже это хорошо. нормальный Нормально, да? результат. Ну все, вы видите, как отлично Да, режет. ага. Он, Это тоже он нами занимался, не жалея своего личного времени. Ага. Вообще такой фанат своего дела был. И поэтому потом решил в конце стать учителем таким же, как они. И поступил в физмат-класс. А братья, Алексей Спиридонович, учитель русского языка, так, Егор Спиридонович, учитель истории, сестры Ульяна, учитель русского языка, Агния, географии, младший брат Николай, историк. Вот поэтому все стали учителями. Жена тоже учитель, дочка тоже учитель, Маша, учитель английского языка. И дети, братьев, сестер тоже много учителей есть. Поэтому Все-таки действительно это слово Династия. династия как раз ну, нельзя, кстати, да, к вам раз, можно применить. как раз вроде подходит. Ну да. Ага. Ну и не просто учителя, наверное. Все заслуженные мы людьми стали. В нашей семье 2 детей, сын Афанасий и дочка Мария. Сейчас сын живет в Максоголохе, работает в МЧС, а дочка живет в Германии. Она вышла замуж за исландца и переехала, ну, вот в данное время живет в Германии. Побольше. Побольше? Ага. Как говорится, кыс ому канала, да? Ну, а ты дому канала был, да? Да. Значит, у них есть дети, наши внуки, сейчас уже большие. Младшим девочкам уже 10 лет, они учатся в 3 классе. А старшему внуку уже 21 год, Ух ты. Максиму, да. Он Машин сын, школьники, помощники. Тимур, это сын Афони, приезжает к нам и помогает дедушке убирать снег. В этом году уже у нас снега много. Ну да, в этом году Да. какая-то аномалия, да? Аномалия такая. Вы тоже согласитесь с тем, что такого не было никогда, мне кажется? Но за то время, сколько я живу в Покровске, столько Не было снега никогда. у нас не было. Да. Никогда. И вот, Я живу недолго, но тоже никогда такого не было. Да. Никогда не видел такого. надеюсь, что в этом году все-таки
есть такое желание, чтобы не было наводнений никаких, Да, катаклизмов. слишком мелко не надо. Мгм. А кто у вас, кстати, дома готовит? Смотрю, Спиридонович уже такие Да. указания дает. Да. Но Нет, Спиридон поэтому- Спиридонович готовит редко, но метко. И А. очень вкусно. Ага. Он готовит вкусно. Мне кажется, то вообще есть, как- мужчины готовят ров- вкуснее, чем женщины. Ровно как наша передача. Просто вкусно. Да. Ну, потому что, наверное, переправу не пользуюсь. М. Ну вот, То есть натуральный вкус, натуральный Да. топик, да? да. А как выглядит И- ваше... И масло растительное тоже особо не люблю. Когда готовлю, я не отхожу, пробую, стараюсь. Экспериментируете. Ага, и тогда получается лучше. Что-то свое. Есть какое-то фирменное блюдо? Ну вот кроме картошки. Я холодец. Холодец. Холодец, это ух мой ты. фирменный. Ага. Наверное, целый день, да? Да. Холодец же долго надо же. Так, Ну, поменьше огонь. ага. Не, пусть подгорает, здорово, я люблю его. А вот Ну, вот я как раз хочу, А вот это побольше? хотел, побольше чтобы, надо сделать. А вот так и на семерку. Ну давайте на я восьмерку хотел, поставим. хотел как раз, Ага, чтобы это. Тоже, чтобы это было. сало подошло, да? Да, да, да. Но Геров начал все-таки больше, получается, готовите дома. Но мы же готовим чаще, женщины всегда конечно, дома конечно, готовят да, чаще в основном. И поэтому между делом еще что-то делаешь, готовишь, еще что-то Да, делаешь. да, да. А когда готовит Спиридон Спиридонович, вот он и говорит же, я всегда стою Пробую. возле плиты, да, пробует, поэтому, естественно, у него Волнуется. получается вкуснее, чем мое. Да. У мужчин же тогда всегда же так, ну надо Да. что-то удивить, показать, да, сказать, да, что, да. чтобы потом сказали, какой вы красавчик там, да? Точно так не же, без- вот, не без этого же у нас наверняка. мама очень хорошо готовила. У моей мамы очень интересное отчество Мария Паповна. Папа у нее был, отец, его звали Папа. Отец именно такой папа? Да, папа. Не папа, а папа. А почему его назвали папой? Потому что до этого дети у них, ну, в якутских семьях же в то время часто дети умирали. И вот для того, чтобы его сохранить, значит, его нарекли папой. Ну, картошку И таким образом, вот она очень вкусно готовила. Но иногда так получалось, что готовил папа. Папа готовил вообще редко. Но когда готовил папа, мы с удовольствием все, что он мне приготовит, съедали. Посолили. Вообще надо Всё, посолил. уменьшить. А ее можно с огня убрать и вот это вообще Сюда. убрать, да. 0 я поставлю, пусть она стоит, доходит, скажем так, И надо лук сверху. сверху. Я это дома. Лук сами собираете, лук сами солите, да? Да, да. Все сами. Кстати, да, Ну, вот кстати, с возрастом человек как-то больше такую естественную пищу, там пиццу не хочется, эти разные бургеры тоже не хочется, хочется вот простую но натуральную еду. тем не менее вы знаете, что это такое. Ну, раньше я ела эти бургеры, а сейчас вот мне совершенно не хочется их кушать. Безразлично. Не знаю, да, Ну, конечно, уже- надо, уже в жизни это- надо же пробовать все, да? Да, Как говорится. как-то не хочется. Поэтому Ой, красота. дома мы Ага, и обычно кушаем дома я все крышкой такое накрываю. натуральное. А так нормально. Супы, жаркое наше якутское, да, фирменное, дичь, когда бывает Ну, утки, по сезону, да? если нас угостят гусем, гусь бывает, да. Ну и, конечно же, ребятина играть покупаем. Ну, рацион такой национальный получается. Ну, да, свой. национальный, Ну, свое да. больше, да? Я тоже раньше вот удивлялась тому, что у нас были родственники, которые кушали вот, ну, такое вот все, как бы простое, да, неизысканное такое. Ну, И казалось, я думала, казалось да, бы, простое, да? Да. А сейчас, мне кажется, это вот самое то, что нужно кушать. То, что называется Да. тюритас, да? Да, тюритас. Тюритас, Ага. я ведь тюритас Я, понимаю. Вот, например, без карасей не могу. Потому что блин, где какой я якут без медведей, карасей? как караси водились очень большое озеро, Да, это это всё не называется. надо, да? А, хватит, мне кажется, наверное. хватит, да. Хватит. Хватит? Вы один из немногих виртуозов. Как Да, вы пришли к виртуоз этому? мира. Да? Вы пока, конечно, нарезаете, да, потом Ага. я уверен, что вы же должны будете нам еще и сыграть. Так, в 91 году у нас в Якутске был проведен конгресс хомусистов.
Да. Благодаря Ивану Егоровичу Алексееву и его другу Фредерику Крейну из Америки, Крейн первый организовал в Америке в 1984 году. Который еще называли варганная, там, да, как-то называлось правильно, по-моему. Ага, конгресс да. любителей варганной музыки. Варганной музыки, да. Я еще удивился, что за варган? Да. В 1991 году собрались здесь, в Якутске, провели такой конгресс, и там был первый фестиваль хомусистов. Фестиваль хомусной музыки, и собрались со всего мира, не только от Советского Союза. До этого мы считали даже, что хомус только у нас есть. Думали. В основном думали. Да, интернета не было, связи мало, да, и думали, потом что мы сами играем. И все оказалось, что это... во всем мире. То, что в Советском Союзе есть, знали. Туве, например, Башкирии, Казахстане играли, это мы знали. Алтай играет, да. Ага. А что в Америке играет, а Японии играет. Да во всех континентах, как оказалось, смычковый инструмент. Да, такой инструмент есть. И там фестиваль был, и там победителей присваивали звание виртуоз мира. Хомусист виртуоз мира. И вот такой знак. Это уже потом дали, конечно. В то время такого не было. Круто. Когда мы второй проводили здесь, в 2011-м, мой младший брат Николай сделал такой знак. Добился, чтобы такой сделали знак. И тогда выбрали 9 виртуозов мира. Первый раз. Трое из Якутии. Петр Агутоев, конечно, Дора Гоголева, Федора Гоголева и я, третий, Спиридон Шишигин. И стали виртуозами мира. А второй такой фестиваль проводить, то есть такие знаки, звания присваивать может только международное жюри и только у нас в Якутии. И второй у нас прошел в 2011 году фестиваль. И там это тоже 9 виртуозов. Еще 9. Еще 9. 18 стало там Альбина Дегтярева, Юлиана Кривошапкина и Ким Борисов. Ким Борисов стал. И третий конкурс виртуозов был в этом году летом. Да. Еще 9. Значит, получилось уже 27. 27. Из них 9 якутян, якутские мастера. А кто еще удостоился? Вот последнее это Мария Ренанта, Эркин Алексеев и Варвара Степанова. И вот я хочу сыграть сейчас это. У вас так много хомусов, да, вы еще с собой принесли. Да, у меня коллекция. Как говорится, всякие разные ездят. Да. Много везде ездим, конечно, с хомусами. После этого фестиваля 91 года нас стали приглашать в разные страны. И у нас организовали, открылся музей. Единственный, кстати, государственный музей, который поддерживается музей государством. Да. Музей хомуса и центр хомуса. И вот благодаря этому мы ездим и помогаем другим народам сохранить вот этот инструмент. Да, показываете. Да, если пропало, у некоторых осталось только в музеях, и возрождать надо, и вот этим мы занимаемся. И вот периодически собираемся на конгрессы. В этом году 9-й конгресс был. Об этом можно будет потом рассказать. Я хочу сейчас сыграть то, что играл на этом первом фестивале. Это вообще у меня все. В 91-м? В 91-м. Это у меня в памяти сохранился. Такой момент был. И, конечно, не точно. Игра на хомусе всегда импровизация. Да.
Браво, здорово, да. Я бабушку свою вспомнил, зурк приготавливаем еды. У меня бабушка, я был маленький, она играла. Играла на хомусе? Да, играла на хомусе, и это как-то так реально какая-то ассоциативная такая память. Вот, кстати, сейчас увеличивается количество любителей хомуса. Я с собой начал таскать. Многие, да. Все время с собой беру. Где-то там уже очень играю. Удобный, да, инструмент? Маленький, да, много места поэтому и он распространенный, да. Не надо вот как гитару, бандуру с собой таскать. Положил в карман. Да. Я играю плохо, но играю. Но самый лучший инструмент и особенный, потому что у других резонатор не человек. Тут резонатором является сам человек. Да, ну да. Поэтому, какой человек, собственно, такие звуки получает. Поэтому можно бесконечное множество звуков извлечь. Очень такой индивидуальный и очень хороший друг. Везде я с собой таскаю. Мне кажется, он даже злых духов изгоняет. Так, а в Монголии говорят, что это, кто играет на хомусе, это шаман. Шаман уже? Да. Ах ты. И поэтому у них вот этот инструмент немножко стал пропадать железный. Потому что детям, наверное, не разрешают. Не разрешают. Ну, чтобы, играть. Не дай бог, не играются. Чтобы да. А потом, мы к ним в гости стали ездить. С одной школой мы дружим. И огонь или побольше? Я сама. С одной школой дружим, и мы ездим друг к другу в гости, и там мы стали рассказывать. Это не только шаманы играют, это как самый хороший музыкальный инструмент, и у них самый старинный хомус в Монголии же. И говорим, надо возрождать. И вот один мэр одного района Улан-Батора, Чингилтейский район. Чингилтейского района, Эрденуват, он начал с нами сотрудничать и организовал конкурс обучения детей, и потом конкурс детей на игре на хомусе. И вот сейчас там центр есть в этой школе, центр, который старается возродить традиционный стиль игры на железном хомусе монголов. Вот. Вообще хомус это такой интересный инструмент. Вот Маша в Германии живет, у нее есть подруга, живет в Лейпциге, у нее сын Даун. И этот мальчик, он научился играть на хомусе. И когда он играет на хомусе, он успокаивается и как-то вот радуется очень, что он играет на хомусе. И вот Спиридон Спиридонович тонкие струнки души трогает. Да. И несмотря на то, что, казалось бы, такое заболевание, да, но игра на хомусе, она вот для него такое удовольствие приносит. Уже готово. Ну, поставим. Все, да? Ага. Ну все, у нас туда сверху лук. Давай. Готово уже? Лук. Лук добавляем. Так, самое главное нашу зажарку. Ну, тут можно поменьше луку ложить, можно много, кто как хочет, да? Ну, конечно, да. Это ваши рецепты. Вы вольно делаете все, что хотите. Пусть немножко так постоит, да? Да. Пропитается соком Так, лука. соль посолили, да, еще? Можете попробовать. Давайте, вот вам ложечка. Вилку. Ложечка, вилочка. Пожалуйста, вилочка тоже есть, присутствует. Может быть, еще добавить. Да. Некоторые печень любят с кровью. Но это говяжья же печень. Это говяжья. Лучше не рисковать. Да. Да. Пусть она еще немножко так вот. Да. Подойдет на маленьком огне. Здорово. Ну, пусть на огне стоит, мы потом ее засервируем красиво. Вы уже, смотрю, и
Да, овощи уже готовы. Мы сюда положим. Потихоньку начнем, да? Да. Спиридон Спиридонович, ну вы наверняка общаетесь, знаете своих коллег, да, вот по хумусу. А кого из современных исполнителей, из молодых, скажем так, из нынешнего поколения, может быть, кому-то отметите, с кем общаетесь? Ну, сейчас очень много стало. Очень много стало. И например, это здорово. Например, Конкуренция растет. В моей школе ансамбль поставили 135 хумусистов. Очуметь. Это потому, что юбилей И школы. все в унисон играют, В да? этом году было 135 лет со дня открытия нашей школы, и мы на юбилейном концерте сыграли 135 человек. 135 младших детей вместе с учителями. Ну, а так везде, в других школах тоже так же делают, поэтому у нас очень много внимания уделяется же этому хумусу Ну да. сейчас. Сейчас вообще наша национальная культура возрождается. Ну, как говорил, вот виртуозы. Новое дыхание. Виртуозы мы в конкурсе даже ограничиваем. Не все, чтобы участвовали, ну, отбор делаем. А, даже? Желаешь. Отбор делаем. Из Якутии только 9 человек участвовали. Которые Подождите, прошли, куда все, да? прошли, которые Только лучшие. Ага. Ну, и во всем мире начинается это движение-то. У нас филиалов очень много нашего хумусного центра везде. Вот последний филиал Монголии. И я покажу. Да, покажите, пожалуйста, я смотрю, у вас что-то вот такое, диковинные какие-то вещи еще. Коллекция у меня дома есть. Ну, вначале я... Вы расскажите, сколько вы говорили, у вас коллекция там? Около 200. Точно не считал, но это... Вначале все привозили, что находили, в музей давали. Дарили, там, А потом друзья дарят, потом такой же в музее есть, например. И да вы можете свой музей открывать уже. Уже у себя остается. И у меня около 100 хумусов наших мастеров, якутских. Чисто якутских, Ага. даже, И уже. вот это хумусы, которые я привез в этом году, с 9-го конгресса хумусистов из города Берлина. В Берлине. И вот этот хумус вьетнамский, но вообще плоский. Немножко сделан, как бы, разбитие же идет. Тут обычно один язычок, а тут сделали вот 3 язычка совмещенных. Надрезы, да? Ага, это подарок моего внука, который в Германии с первой зарплаты. Он дедушка купил для коллекции вот такой хумус. Вьетнамский, можно сказать. Сыграйте как. Вот такой хумус Максим подарил. Интересно. Так. Так, а вот этот монгольский. Это директор той школы, Аюш Мухчемек, которой мы сотрудничаем. Она восстанавливает это старинный хумус. Вот это копия старинного хумуса, который находится в музее, но он костяной. Она попросила сделать из медной пластинки, да? Попрочнее, да? Может быть? Ну, из костяной обычно плохо, не очень хорошо звучит. И вот веревку дергаем. Вот монгольский подарок этого директора школы. Она является сейчас руководителем филиала в Монголии. Так, а это... Это что-то такое? Это футляр. Ну, я говорю, футляр такой, А вот это хумус бамбуковый. Обычно такие бывает это в странах Азии. Бамбуковый. Но тут он этот мастер, немецкий мастер сделал. Петер. А, да? Петер? И он немножко усовершенствовал. Тут металлические это пластинки сделал, чтобы... Прочнее, наверное, да? Увеличил прочность, мне кажется, так.
вот филиппинский хумус, можно сказать. Бамбуковый. Страны Юго-Восточной Азии. Ага, ну, развитие идет. Это сделал немец, мастер. И его подарок в этом году. В Германии 9-й конгресс был. И вот этот хумус сделал мой друг. Финтифлюшка. Мой друг из Франции. К сожалению, он этой зимой ушел от нас. Заболел. Но это очень хороший друг мой был. С 91-го года с ним общались, он ко мне приезжал. Он ученый, биолог, энтомолог, бабочек изучает. У него вот такая комната полностью... Бабочки, все это. И я ему поймал одну бабочку в ленинских столбах. Которые вашим именем назвали. И он доказал, что это нигде это не описывал, это открытие получилось. Голубянка скальная Шишигина. Хотя я только ему поймал, у него такой удобный большой сачок. Ловить, и летом-то мы в детстве это ловили советским. Ну, тогда не сачок. Можно иногда ветками просто. И вот этот, он еще хумусы делает. И вот его подарок. Давайте, сыграйте немножко на это. Стаканы дайте. И это. Вот такой хумус он делает. Ну, Он все, немножко, у нас вообще вечер музыки просто. немножко Превратился потихоньку в нашу передачу. звучит немножко по-якутски. Да. Потому что он Похоже, приезжал, да, кстати. учился у наших мастеров. Как будто уменьшенный якутский хумус, да? Да, да. И вот это У него только очень час. звучные хумусы. Бернар очень хорошо. Вот он такой. Герасим, а что вы наливаете? Вы Так, это, все свое. да, компот, можно сказать, да, который сделан из черемухи, которая растет в нашем дворе. Это напиток, который, ну, является и очень полезным. И также, значит, сегодня в качестве десерта это 2 вида варенья. Варенье из белой смородины. Я вообще первый раз узнал, что такое бывает есть вообще. белая смородина. Этот куст нам привезли из Украины. Наша невестка, она сама Это не, украинка. это И не вот куст был, это отростки были. А, Как ну, карандаши. маленькие. Ага, Да. и они еще перезимовали в этом подполье. Весной я посадил, из них вырос только один куст. И он адаптировался. И сейчас уже дает вот это. Да, и немножко. сейчас мы уже собираем и варим варенье. Уже варенье. Да, но эти кусты, они вот у нас, Спиридон Спиридонович из Москвы привез красную смородину, черную тоже маленькие такие кустики, не кустики, а побеги, Но уже это отростки, рассада, да? корнями же были. Да, и вот эта черная смородина, она радует нас вот такими крупными ягодами. Это из Очень Москвы. интересные, да, вкусные такие Ну, вот ягоды. я вот именно вот это хочу попробовать, потому что я никогда не Ага, пробовал ну вот белое. сейчас Попробуйте, попробуем, а. да? Да. А вот это уже из история. черная смородина якутская, из нашего ботанического сада. Ну, а Но история Спиридон есть. Спиридонович историю расскажет этого куста. Это я раньше не занимался вот этими, ну, не садил ягоды туда-сюда, да? Потом наводнение было по Покровске. И в огороде вода зашла даже в огород у этих родственников. И там вместе с альдинами пришел вот этот куст. И лежал в огороде. В огороде лежал, потом лед растаял, он остался, потом этот куст эти родственники вынесли, на улицу выкинули. Ну, не посадили, не обратили внимания, как мусор лежал. Я приезжаю через неделю приехал, он еще листочки Живой живой лежит. Я взял, домой увез, яму выкопал и посчитал, как надо садить, и
посадил. И вот, благодарность, она такой урожай дает. Вот результат. А потом я за то, что дали вторую жизнь. Откуда пришла с альдинами, непонятно. Ну, где-то, видимо, вырвало с корнем у соседей. Ну, да. И после этого он стал заниматься разведением ягод. Сказал, это судьба. Это знак. Это уже знак. Это уже знак. И сейчас уже... до сих пор он дает такой урожай. К нам приходят люди, собирают. Это же витамины. Говорят же, да, надо кушать то, что растет на твоей земле. И потом я раздавал родственникам, друзьям. Но кроме этого, Спиридон Спиридонович еще занимается, значит, посадкой земляники. То есть ягоды, это все его. Ягоды его. Растите все. Ну, а я люблю цветы. Петунью люблю, эустому. Ну что, друзья, время наше неумолимо бежит к концу, передача наша заканчивается, зато, с другой стороны, мы все успели. Смотрите, какая у нас красота получилась. Ну, приятного аппетита нам. Приятное вот это, наконец-то, приходит, наступает. Картошка идеал. Картошка вот это. Вот так и надо готовить. Вот так и надо готовить. Подытожил Спиридон Спиридонович. Печень попробуем обязательно. Да, попробуйте. Да, вкуснее, тем дома получилось. Класс, друзья. Вообще, как говорится, самый настоящий такой плотный, мощный ужин. Ну и облепиховый компотик, да? Черемуховый. Черемуховый, господи. Черемух. Он растет у нас дома тоже. Сам вырос тоже этот. Черемуха. Этот куст сам вырос, большой. Тоже знак. Откуда-то птички принесли, наверное. Да. Ну что, друзья, действительно, наше эфирное время, к сожалению, не резиновое. Мы на этом потихоньку заканчиваем. Спиридон Спиридонович, Гера Афанасьевна, спасибо вам большое, что были сегодня гостем. И у нас в конце такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, конечно, в первую очередь желаем вам здоровья. Если человек здоров, значит, в жизни его будет все хорошо. Ну, я что скажу. Ну, когда готовите, старайтесь вкладывать душу. Тогда будет вкуснее. Кусочек души. Обязательно. И всегда подружитесь с хумусом. Пусть будет он у вас всегда на груди, и это тоже помогает. И здоровье будет, и все остальное. Ну что, еще раз спасибо. А я, подытаживая, говорю, что у нас сегодня была семейная чета Шишигиных. Поздравляю вас еще с вас наступающей золотой свадьбой. Я уверен, что вы будете жить еще столько же лет. Счастья вам, здоровья. А я Петр Цепандин. На этом мы потихоньку заканчиваем. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья. И кушайте, да, действительно, всегда просто вкусно. Да. А мы уходим за кадр и...